Всем привет! Всем привет, ребята! И добро пожаловать на второй эпизод нашего подкаст-шоу Talk the Talk. В рамки рубрики What's Niche сегодня мы пройдем одну небольшую, очень интересную тему, которая захватывает, наверное, каждого ученика ниш, потому что, как вы знаете, один из самых насыщенных годов в нашем школьном обучении в этой школе — это именно 10 класс. Почему? Может быть, из-за воспоминаний, из-за эмоций, но, как по мне, самое впечатляющее событие этого года — это экзамен, который ждет каждого в конце. И этого не избежать, это надо просто принять. И сегодня мы хотим вас подготовить к нему, рассказать побольше, что такое экзамен МЭСК. И также смотрите этот подкаст-шоу до конца, именно этот эпизод, потому что в конце мы расскажем множество советов и стратегий, как подготовиться максимально эффективно от учениц, которые уже прошли это испытание. Из чего же состоит международный экзамен Совета Кембриджа? Он в себя включает 6 основных предметов, среди которых Казахстан тариха, 3 языка, математика и 1 профильный предмет на выбор из 4, среди которых информатика, физика, химия и биология. И очень насущный вопрос каждого десятиклассника в начале обучения года 10 класса и перед ним, какой же предмет все-таки выбрать? Да, какой... Вы знаете, этот вопрос задается так, что какой предмет мне выбрать так, чтобы его не завалить. Но мы хотим, чтобы вы исходили не из этого вопроса. Понимаете, когда вы ставите вопрос так, то вам кажется, что накатывает ощущение того, что экзамен — это очень страшное событие в жизни. На самом деле нет. Мы хотим, чтобы вы воспринимали экзамен в 10 классе как то, что проверяет ваши знания, которые вы накопили за 7, 8, 9, 10 класс в ниш, и просто покажет вам какой-то определенный результат. Знаете, среди учеников бытует такое мнение, что физику сдавать легче всего. Я не возражаю против этого мнения. Но objection. Не соглашусь. Почему? Потому что... Нет. Так. Скажи, потом я хочу кое-что. Потому что такое чувство, будто именно в нашем потоке большинство учеников выбирали предмет по тому, что им говорили старшеклассники. И, конечно, это вполне нормально, потому что все делятся советами и исходят из определенных убеждений. И это тоже абсолютно нормально. И как выбрать предмет? Выбирать по интересам. Нормально? Дамеля, да, you have a good point, потому что предмет надо выбирать именно по интересам. Возможно, вы захотите пойти в один профильный предмет с своими друзьями или послушать старшеклассников, но тем не менее, мне кажется, что самое главное в старших классах — это изучать то, что именно вам нравится или вам пригодится в будущем. На данный момент те, кто выбрал биологию, а им по душе больше физика, страдают больше всех, потому что зачем изучать то, что тебе не нравится? Делайте приоритеты уже сейчас, потому что, конечно, поболтать с друзьями, увидеться с ними на переменах можно всегда, а изучать то, что вам интересно, у вас есть на это только один шанс. Лично я могу сказать немножко про свой пример. Я выбрала в 10 классе предметы химию и физику, а также стандартную экономику, и сейчас я очень благодарна себе в 10 классе, что сделала такие выборы, потому что я хожу в школу с удовольствием, я изучаю эти предметы, и мне очень интересно. Я избавилась от, скажем так, токсичности в лице биологии из своей жизни, и чему я очень рада. И поэтому не надо идти за толпой. Слушайте свои интересы, то, что вы хотите изучать, потому что, возможно, кто знает, в будущем именно этот предмет станет для вас самой главной сферой. Я добавлю еще кое-что. Что еще добавить, это то, что предмет в 10 классе вы выбираете, можно сказать, только на 1 год. Но это не должно заставлять вас расслабляться очень сильно, потому что выбор из-за того, что не велик, остальные предметы нужно будет уже как бы компоновать между собой. То есть в прошлом году появилось профильное направление новое — физика-биология. То есть сейчас. То есть у нас есть физика-биология, физика-химия, физика-информатика и химия-биология.
Но в 10 классе все-таки действительно лучше выбирать по интересам. Потому что если бы, например, я, которая выбрала химию на сдачу в 10 классе, повелась на слова старшеклассников, например, о том, что физику сдавать легче, и выбрала бы физику, при том, что я ее совершенно не понимаю, то я не смогла бы ее сдать так же хорошо, как я сдала химию, например. И именно поэтому просто идите по тому, что вам более интересно, что в момент вас захватывает больше. Вот, например, если вам нравится биология, пожалуйста, выбирайте биологию. Если вам нравится информатика, устройство компьютера, то отлично, выбор за вами. Поэтому не напрягайтесь слишком сильно по этому поводу и выбирайте то, что считаете реально интересным. Эмили, you got a good point. И я бы хотела добавить кое-что, возвращаясь к нашему самому первому вопросу. Что такое МЭСК? На самом деле, с самого 9 класса, нет, даже с самого 7 класса нас пугали этим понятием, этим словом, но никогда не говорили, что это такое. Давайте немного скажем про систему оценивания. Самый максимальный балл, который вы можете получить, максимальная оценка, это A-star. A-star — это наша main goal для каждого перспективно амбициозного ученика. Думаю, все хотели бы получить A-star. А самое последнее, самый bare minimum — это юшка. U означает 0 подготовки, и 0, как по мне, это совершенно несерьезное отношение к экзамену. И почему я так говорю? Потому что экзамен, как бы вам ни говорили старшеклассники, что он не такой уж и важен, что сам по себе экзамен ни на что не влияет, все-таки он идет к вам в аттестат, влияет на ваш GPA. Почему именно так? Потому что лично в нашем потоке соотношение процентов было 70/30, то есть 70% это оценки за четверти и 30% это результаты МЭСКа. То есть на самом деле 30% достаточно весомое число, как по мне, оно влияет на ваш GPA, поэтому давайте не будем забивать на подготовку. Но, скажем так, я не совсем уверена, какое соотношение будет в этом году, в следующем году, потому что все меняется, и я слышала, что процентное соотношение тоже меняется. Возможно, уже в этом году соотношение будет 60/40, что означает еще более экзамен становится еще более значительным, то есть 40% это от вашей всей оценки, это экзамен МЭСКа. Поэтому, ребята, давайте не будем забивать на подготовку, но не пугайтесь, подготовка — это не так страшно, и если будете смотреть видео до конца, мы расскажем о том, как сделать ее максимально эффективной и разобраться в этой всей сплошной каше экзамена. И, ребята, don't forget about рейтинг нашей школы. Рейтинг каждой вашей школы, неважно откуда вы, Талдыкорган, Өскемен, Алматы, готовьтесь, потому что, знаете, вот этот рейтинг, и когда, например, вы будете в нижней половине, это будет не очень для и ваших учителей, и директоров школы, поэтому да, ребята. По природе человека многие боятся неизвестности. И экзамен — это действительно одна большая неизвестность, потому что вопросы разные сложности, непонятное проведение времени, какое-то... Вы знаете, вот это вот ощущение экзамена, стресс, окей? И, ребят, не подумайте, что мы тут навеиваем плохую атмосферу страха, тем более учитывая то, что это экзамен. На самом деле нет. Мы здесь для того, чтобы сделать так, чтобы вам было легче сдавать этот экзамен, легче и по чилу готовиться к нему. И здесь, и сейчас вы можете услышать советы, которые развеят ваш страх. Для того, чтобы побороть страх, давайте разберемся с тем, откуда он берет свое начало. Первая и самая главная причина — это неуверенность в своих знаниях. Мы можем быть не уверены в своей подготовке, в достаточности своих знаний, в том, что достаточно ли мы умны. Но на самом деле вот этот аспект, он расходится на две части, из которых истинный страх и ложный страх. Истинный страх говорит нам о том, что действительно есть какие-то аспекты тем, которые мы, возможно, недопоняли, где-то недостаточно у нас было практики. А второй ложный аспект, он говорит о том, что, возможно, мы
знаем достаточно, но из-за вот этого вот постоянного стресса от экзамена мы можем просто сомневаться в том, что мы знаем это достаточно, просто потому что накручиваем себя мыслями о том, что а вдруг там будут более сложные задания, а вдруг я что-то там забуду, а вдруг у меня будет голова болеть в этот день. Поэтому самый главный совет — это stop overthinking. Окей, ребята? Stop. Не надо overthinking. Да. Попробуйте честно себя спросить о том, почему вы боитесь, если вы боитесь, конечно. Исходит ли это из того, что у вас недостаточно знаний, или же это просто overthinking? Тревожно ли вам от того, что вы постоянно думаете об экзамене? Вот, попробуйте исходить из этого. И если вы поймете то, что вам не хватает какой-то практики, то попробуйте обратиться к учителям, попробуйте решать больше пробников, попробуйте найти английские пробники. Что очень удобно здесь, это то, что МЭСК строится на совете системы Кембриджа. И это означает то, что вы можете просто погуглить вот этот IGCF, что ли, вот это вот. И там макет полностью, он является основой МЭСКа. И не думайте о том, что вам дадут какие-то сверхъестественные задания. Это тот совет, который я даю ребятам, которые поступают в НИШ. Все на вашем уровне, да. И все то, что вам дают ваши учителя, этого достаточно. Поэтому продолжайте решать пробники. Да, я также добавлю к поинту Дамири то, что страх — это нормально. Но посмотрите, где вы сейчас находитесь. Разве ради этого вы не сдавали экзамен? Ради этой цели вы не ходили на курсы годами, полгода или 2 месяца, может? Но, тем не менее, вы знаете, вы это уже преодолели. Вы преодолели это испытание и преодолеете еще одно. Возможно, для кого-то экзамен не выглядит какой-то страшной вещью, но для кого-то это что-то будто бы непреодолимое. Нет, ребята, вы уже это раз сделали, сделайте это еще раз, потому что на самом деле макет у МЭС, как Дамири сказала, одинаковый. И пробники всегда тоже доступны у ваших учителей и в интернете, поэтому пользуйтесь ресурсами, которые предоставляет вам ваша школа. Например, скажу сразу, ученики, у них также есть вроде бы материалы у старшеклассников, поэтому, если вам нужно, вы просите конспект у старшеклассников, не бойтесь, и также обращайтесь, конечно, к учителям. И еще. Я, как человек, который сдавал физику в 10 классе, скажу, что самый удобный ресурс — это пособие по подготовлению к МЭСКу, которое охватывает 9-10 класс темы нашего директора Ерали Кадырбаевича. Поэтому, ребята, пользуйтесь ресурсами, они уже полностью структурированы, полностью готовы к вашему использованию, поэтому давайте вместо того, чтобы бояться, берем книги в руки и занимаемся. Вау, посмотрите на нас, мы здесь. Мы успешно сдали МЭСКи. И следом идет очень важный аспект — это переоценка важности экзамена. То есть мы думаем, что если мы завалим этот экзамен, то все, весь наш мир обрушится, родители поругают, учителя поругают, там GPA упадет. Нет, ребята, мир не заканчивается на экзамене, мир не заканчивается на каком-то фейле. Да, это то, что осознаешь со временем. И из этого исходит вот этот весь страх, все это тревожность, весь страх неудачи. Но главное, что вы должны запомнить, это то, что это не так страшно, как может казаться. И вот этот вот страх в моменте, он может вам помешать. Поэтому задолго до экзамена, вот как раз у вас есть очень много времени на самом деле, просто продолжайте готовиться, берите книги в руки, решайте. Продолжайте себе говорить о том, что все нормально, и вы успешно сдадите. И вы успешно сдадите в итоге, потому что вы себя программируете на то, что все нормально, вы умные, ваших знаний достаточно, и все будет классно. И про что я говорю, это установки. Установки бывают положительные и негативные. Негативные установки, давайте перечислим, да? Я завалю. Я не справлюсь. Мне страшно. Вместо этого вы можете день за днем повторять себе другие противоположные установки. Например, как «я легко сдам». Я достаточно готов к этому экзамену. У меня все получится. Это способ программирования своего сознания для того, чтобы вам становилось спокойнее и у вас появлялось больше мотивации для того, чтобы готовиться.
Так, ребята, теперь мы пришли к той самой части. Мы поговорили о том, как эмоционально бороться с нагрузкой самого экзамена, что нереально важно, а теперь перейдем к практической части. Давайте, как же нам подготовиться к этому экзамену? И мы вам с этим поможем. Итак, во-первых, мы с Дамелей решили, что самым главным и эффективным способом это, конечно, практика и решение пробников, особенно по математике. Лично у меня был метод такой. У нас были ресурсы, и я их конспектировала. Я конспектировала все темы, которые у нас были, и в каждой теме я прорешала 1 или 2 примера. И когда ты решаешь пробники, ты понимаешь, в каких примерах ты хорош, а в каких примерах у тебя вообще ничего не получается. И это нормально. Мы берем книгу, мы берем тетрадь и записываем туда все свои ошибки, и прорабатываем именно эти поинты, и с каждым разом мы научимся эти примеры решать, потому что там нет ничего нового, там нет ничего, никакой дыры, в которой вы не знаете. Все эти темы вы проходили. 9-10 класс, у вас, скорее всего, есть цели по МЭСКу, поэтому, опять же, спрашивайте у своих учителей и решайте эти пробники и прорешите задачи заново и заново, пока вы не освоите полностью этот скилл, который вам не дается. Вау, прислушайтесь к человеку, очень светлые мысли. Реально? У человека Эй по матану. У человека Дишка по матану. Бывает. Но она все еще здесь. Да, как видите, я не лечу. Азиза дала очень хороший совет. Проходитесь по учебникам, как, например, у Ерали Кадырбаевича, сборник всех тем. Ищите другие материалы, ищите разные способы найти ответы на свои вопросы. И один очень важный совет, который я бы хотела вам дать, это study smart, not hard, ребята. Вы знаете, все это время, пока я училась в старой своей школе, в НИШ, я всегда думала о том, что я, например, visual ученик, то есть мне нужно видеть, мне нужно еще осязать, мне нужно сначала там записать, потом я запомню. Но это, как оказалось, не работает так. Я хочу, чтобы вы старались менять свои тактики обучения для того, чтобы ускорять свое обучение и делать его более эффективным. Почему? Потому что когда ты тратишь много времени на то, чтобы конспектировать материал, в плане конспекты это очень полезно, но иногда бывает такое, знаете, токсичное конспектирование, когда ты открываешь учебник и тупо переписываешь каждое слово, каждую картинку вырисовываешь. Это не работает так. Когда вы сидите и очень долго пишете, вы не всегда запоминаете информацию качественно. Что вам нужно для запоминания информации? Это понимать ее. Это понимать ее так, чтобы иметь возможность объяснить это другому человеку. И для этого смотрите видео, читайте более легкие материалы, спрашивайте у ChatGPT, ребята. У ChatGPT спрашивать удобно при, например, подготовке к каким-то СОРам, СОЧам. Что здесь полезно, это то, что это ускоряет ваше время подготовки. И что еще полезно, это цели обучения. Попросите у своих учителей, скорее всего, они вам уже их дали, цели обучения, и проходите по всем целям по очереди. И самое важное, решайте пробники. Продолжайте решать пробники без устали. Просто один закончили, там проверили, где ошибки исправили, перешли ко второму. Второй закончили и так далее. Если ваша цель — это хорошо сдать МЭСК для того, чтобы получить хорошую оценку в GPA, потому что GPA — это очень важно. Да, просто save your future, ребята. Но не только GPA. Если ваша цель — это просто хорошо сдать МЭСК, возможно, даже не на отлично, а просто сдать его так, чтобы не стрессовать по этому поводу, то просто продолжайте решать пробники. Вы можете и не торопиться, вы можете решать его в своем темпе, но самое главное, чтобы вы делали вот этот вот прогресс маленькими шажочками. Понимаете? Моя личная ошибка была в том, что я не решала пробники достаточно для того, чтобы понимать, что приходит в заданиях. Понимаете, когда оставалось чуть-чуть времени, я поняла то, что не совсем понимаю, как решать вот эти common задачи. То есть, например, как вот эти вот дается, например, вот это Y' задачи всякие, и я не совсем понимала их тактику.
В математике особенно, если ваша боль — это математика, как моя, я хочу, чтобы вы находили вот эти вот повторяющиеся задания, понимали тактику их решения. Когда ты понимаешь, ты можешь это применять везде, где угодно, и даже в математике. И да, еще немаловажная вещь, ребята, не надо чувствовать себя тупыми. Можете... Вы понимаете, не надо впадать... Старайтесь не впадать в вот это вот уныние или же, например, стресс от экзамена, от подготовки, потому что it's gonna be fine. You're gonna be fine eventually, понимаете? Все будет нормально, потому что в итоге вы придете на экзамен, сдадите его, выйдете, и все. Ваша жизнь продолжится, у вас впереди целые каникулы. Поэтому пытайтесь расслабиться, и продолжайте решать пробники. Самое главное, что от вас требуется, это решать пробники, понимать, что надо делать, и просто готовиться. Все. That's easy. Это единственный алгоритм, знаете. Ну и, думаю, мы подходим уже к концу, поэтому давайте скажем немножко типсов для легкой сдачи в процессе. Перед днем самого экзаменного, того самого страшного, того, что мы смотрели и ждали, и, точнее, не ждали его, когда он приходит, перед этим днем мы должны выспаться, может быть, даже ничего не повторять, потому что все это в вашей голове. Главное — это немножко отдохнуть, быть бодрыми в самый день экзамена и запастись, как у меня, шоколадкой и орешками. Это то, что приносила Дамеля, и думаю, это принесло нам удачу, и также это было довольно питательно, и наш мозг лучше работал из-за этого. Угу. Поэтому советую вам тоже приносить. И давайте представим момент, когда вы на самом экзамене. Что было у меня, особенно на математике, это страх. Я сижу, вот я прям помню вот этот день, когда мы сидим все вот так вот по линиям, как в обычном экзамене бывает, и, получается, раздают листочки, раздают вот эти вот карточки, которые надо клеить. Это, кстати, самая satisfying part вообще. И я сижу, у меня дрожат руки, я дышу, прям, я чувствую, как у меня очень сильно бьется сердце. И в этот момент я пыталась себя успокоить. Я себе говорила: Дамеля, все нормально, дыши глубоко, задерживаем дыхание на 4 секунды, выдыхаем, все нормально. Это просто экзамен, который проверяет мои знания. Да, я волнуюсь, но все нормально. Мне самое главное сейчас написать. Если я буду волноваться, то я могу там потерять какую-то мысль. Поэтому просто следите за дыханием, и очень важная вещь — это следите за временем. Очень классно то, что, например, если вы сдаете в спортзале, то стоит там 2 вот этих вот больших экрана, на которых написан таймер, и, например, если вы пишете историю Казахстана или какие-то устные вот эти вот письменные предметы, то постарайтесь разделить свое время так по блокам, типа вот на это эссе у меня уйдет 30 минут, на это 15 минут, и также на задания. Например, я сейчас прорешусь, 30 минут я пройдусь быстренько по заданиям, какие не пойму, оставлю, и на них я additionally добавлю 10 минут. Во время экзамена, когда вы находите его очень трудным, это не то, что вы ожидали, возможно. Это возможно. Возможно, вы увидите не совсем то, что видели шаблонно, как все эти года, все эти пробники прошлых лет, потому что лично у меня на экзамене математики так тоже было. Вроде бы я готова полностью, а вроде бы я смотрю и не понимаю, что происходит. Но сейчас я понимаю, просто don't find the exam. Вы не исправите его, вы уже не измените, он уже перед вами, и вам остается только решить то, что вы понимаете, что вы можете. Успокойтесь, там по-любому есть то, к чему вы готовились. Поэтому вместо того, чтобы паниковать и волноваться, сосредоточьтесь на том, как вы можете решить. Может, это тема, которую вы проходили, но косвенно. Может, вы видите это решение. Если все-таки вообще никак, то ладно, ищите задания, которые вам точно дадутся легко, которые вы сможете сделать, потому что, опять же, давайте не будем тратить свое время, мы можем следить за временем, и лучше это и делать. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Мы с Азизой хотим пожелать вам спокойной подготовки, удачи на МЭСК и знаний, хороших знаний, мозгов, много шоколадок, много орешек на МЭСК. Можете еще взять с собой сыр. Самое классное — это то, что вас кормят. И много чилового времени там, поэтому все будет отлично, ребятки. Все будет классно.
Спасибо большое, что досмотрели до конца, и надеюсь, эти советы были очень полезными для вас. На самом деле, все эти советы мы проживали сами, мы понимали, учились на своих ошибках и хотели бы сделать всю информацию сегодня максимально эффективной, полезной, и чтобы вы больше узнали о самой структуре МЭСКО и также тактик, как не бояться этого экзамена. Если у вас есть свои уникальные советы или если что-то откликается, то обязательно пишите в комментариях, делитесь своими мыслями, делитесь советами. И, как мы сказали в прошлом видео, наша цель — собрать очень комфортное комьюнити, поэтому давайте соберем его и в комментариях ниже под видео. Делитесь видео, подкастом со своими друзьями, делитесь советами. Ставьте лайк этому видео, ставьте лайк этому подкасту, который вы слушаете, сохраняйте его себе, пишите комментарии для продвижения, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, на наш подкаст-канал. И до скорых встреч, ребята. Спасибо, что были с нами. И всем пока-пока. С вами были Talk the Talk. Всем пока-пока. Пока. Мы вас любим.